Добрый вечер. У нас сегодня в гостях известный российский ученый, профессор Юлий Сергеевич Худяков, который является главным научным сотрудником Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, а также профессором Новосибирского университета. Да? Да. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Как так получилось, что вы в Новосибирске стали заниматься историей кыргызов? Ну, я интересовался историей военного дела вообще кочевых народов. Много читал там про военное дело монголов и так далее. И сравнительно мало говорилось о тюркских народах, о тюрках, там, уйгурах, кыргызах и так далее. Поэтому я сначала как бы довольно широко. А потом, когда стал разбираться, я все-таки археолог, студент был, учился именно на археолога, меня, конечно, очень восхитили предметы вооружения из кыргызских курганов, енисейских кыргызов, которые вот на территории Хакасии, Минусинской котловины, Тувы там, и так далее, они совершенно идеальной сохранности. Дело в том, что кыргызы сжигали тела своих умерших сородичей, в том числе и воинов, вместе с оружием. И особенно вот хорошо сохранились наконечники стрел железные. Если в других памятниках, там у тюрок, у других, они сильно коррозированы, иногда даже форма с трудом угадывается, то кыргызские, это, видимо, зависело вот от кремации, и зависело еще от того, что захоранивали весь этот погребальный костер вместе с углями, золой и так далее. И это дополнительно, среда образовалась, да? Дополнительно сохраняло. И я заинтересовался в первую очередь вооружением енисейских кыргызов. Написал дипломную сначала работу, потом кандидатскую, потом опубликовал Сибирское отделение, издательство Сибирского отделения, мою книжку «Вооружение енисейских кыргызов». Это было в 80-м году. Ну и тогда было такое правило, поскольку издание Академии наук, она во все союзные республики по нескольку экземпляров рассылала этих книг. В Академкнигу, да, наверное? Да, в Академкнигу. И вот 3 экземпляра прислали во Фрунзе тогда. И здешние ученые... И здесь, конечно, большой интерес это вызвало. Кстати, вызвало большой интерес здесь и в Молдавии. Там один сотрудник музея такой, он гагауз сам, Ваня Куру, его фамилия была. Он писал мне письма и говорил, что это вовсе не хакасы и не кыргызы, а гагаузы. Ага. Где Молдавия и где Енисей, да? Да. Я, грешным делом, тогда мало знал про гагаузов, просто от нас это очень далеко. А потом прочитал статью одного этнографа Губогла, и ему отослал ее, где там подробно говорится. Гагаузы – это тюркоязычное население, христианское, вот на территории Болгарии они жили первоначально. И оказались во время вот русско-турецких войн между огнем, там, молотом наковальней, и эмигрировали вот на территорию Молдавии туда и так далее. Ну, а в Кыргызстане, конечно, здесь большой был интерес, и меня пригласили, и я приезжал сюда еще в советские времена, потом у меня появились тут ученики, вот мой первый ученик Кубатбек Табалдиев сейчас, профессор Кыргызско-турецкого университета Манас, он известный археолог, большой вклад внес в археологию Кыргызстана.
И вот что за вооружение тогда было? Это примерно 9 век, наверное, да? То, что вот в раскопках находили. Ну, вообще памятники енисейских кыргызов, они датируются с VI века новой эры и до начала XVIII. Ну, правда, вот памятники нового времени, там 17-18, еще четко не выделены. А больше всего это как раз 9-10 век, эпоха кыргызского великодержавия, как ее назвал академик Бартольд. И именно в памятниках этого времени больше всего оружия. То есть это соответствует как раз вот твоей ожесточенной войне, и несмотря на эту войну, вот много оружия они складывали. Ну, считается, как бы сказать, там палаши, клинки, сабли и так далее. Вот у меня есть популярная книжка «Сабля Багыра». Это ленинградцы раскопали в свое время в Туве. Саблю из дамасской стали. Именно дамасская вот. Да, да, да. Но она произведена где-то на Среднем Востоке, там арабская надпись, там помощь Аллаха и близкая победа и так далее. Ну, считается, что, вероятно, вот когда воин погибал молодым, у него не было мужских наследников, он не мог передать по наследству, тогда хоронили вместе с ним. Вместе с оружием, да? Оружие клали вместе. Да. Ну и, конечно, вот кыргызы меня привлекли именно тем, что очень хорошая сохранность железных предметов. Не только оружие, но и конская сбруя, детали поясного набора и так далее. То есть, получается, надо сжигать, если хотите, чтобы сохранилось. Ну, сейчас-то, наверное, уже нет, а тогда, да, это... Есть, кстати, объяснение в источниках как раз, но это речь идет именно о енисейских кыргызах, хотя это мусульманские авторы писали, что кыргызы почитают огонь и сжигают мертвых. Поскольку считается, что огонь очищает от грязи, от грехов там и так далее. Таким образом. Интересно. Вот главные оружия какие были? Пика, наверное, да? Найза или... Ну, больше всего, конечно, стрелы. Кыргызы были хорошие мастера. Дело в том, что начиная от VI века они там попали в зависимость от тюрок, и железные изделия в качестве дани поставляли им еще даже в виде этого. Поэтому в памятниках VI-VIII века там оружия сравнительно немного, а вот когда уже наступило, они одержали победу, начали над уйгурами, и очень много. Ну и, видимо, во время этой эпохи великодержавия много людей погибало, поэтому с ними очень много оружия клали. Но ценность, вот оружие все-таки ценная вещь, а хоронить, терять, получается, оружие вот если наследник есть, передавали, да? А если ну, нет? видимо, так. Это предположение. Точных в источниках нету описания. Там, хотя многие курганы, они сопровождались, такая каменная стела, ну, она вертикально ставилась, и от имени этого погибшего человека писала, что я такой-то, такой-то, там, совершил столько-то подвигов, и тамговый знак, родовая тамга, как подпись, так сказать, использовалась тоже. А вот металл, как они добывали в то время? Ну, добывали железную руду, ковали, и действительно, вот енисейских кыргызов сохранность очень хорошая. Это, с одной стороны, вот, потому что в сожжении это дело было, ну и высокое качество самих железных изделий, да. Металла, да? Они сохранялись очень хорошо.
Они сами добывали или привозили откуда-то металл? Ну, вот уже в 17-18 веке для них это изготавливали шорцы. Такой таежный народ, он живет в Горной Ашуре на юге Кемеровской области современной. И вот они платили дань железными изделиями кыргызам. А обычно эти таежные племена поставляют пушнину, тогда очень высоко ценился мех, особенно вот, ну, ценные там соболей и так далее, куниц разных и прочих. И поставляли потом также и монголам, уже позднее монгольские времена. А вот шорцы, если они поставляли металл, изготавливали сами кыргызы из этого металла? Или шорцы уже готовили вот эти наконечники или там что-то и поставляли? Считается, что шорцы готовили. Правда, это относится к более позднему времени. Ну, кыргызы сами, конечно, тоже изготавливали. Были мастера, да? Были мастера, Потому да. что про Чингисхана в некоторых вещах пишут, что кыргызы с севера поставляли да, им да. оружие и металл, да? Да. Войску Чингисхана. А вот с японскими мастерами, вот они, у них мечи прославленные, двуручные вот эти катаны. Есть вот эти сабли и катаны, какая-то связь? Ну, с Японией, конечно, далековато. Сабли это появились вот в кочевом мире, они у разных народов. И наиболее эффектные вот в плане Чуть-чуть применения, изогнутые, да, чтобы, как говорится, дополнительно. Это вот в физике называется сила Кориолиса, появляется. Да, как бы получается такой разрез и так далее. Поэтому, конечно, это... Ну, вот отдельные вещи вот были привозные, вот как эта сабля Багыра, как я сказал, там арабской вязью есть чеканка. Дамаска, да? Да, видимо, из дамасской стали. И вот эти, как дамасскую делали, вот многослойную, вот эти сабли, сталь, вот в то время кыргызы? Или она монолитная такая? Нет, они делали довольно качественно, но дамасская это свойственно вот кузнецам там Среднего Востока в основном. А вот сама по себе вот эта идея изогнутые делать, она когда вот первые такие изогнутые сабли появились? Ну, у разных народов в разное время появились, в конце концов, сабли же вытеснили, потом прямые мечи. Да. В Европе же все прямыми такими тяжелыми пользовались. В разное время у разных народов, но кочевники, конечно, большой вклад внесли в целом кочевые народы, в том числе и кыргызы. Вот изготовление таких клинков. Ну вот стрелы, сабли, еще какое вот такое распространенное было оружие? Ну, есть наконечники копий, они тоже очень своеобразные, такое в сечении наконечник, он уплощенно ромбический, и есть это углубление на гранях. Ну, для чего конкретно, видимо, ну, для более эффективного, чтобы прокалывание, чтобы... И рана будет рваная, да? Да. Она хуже заживает, если рваная рана. Ну да, вот, видимо, для этой цели это так предполагается. А еще вот пики, да, сабля, стрелы, еще другое какое вот оружие было, типа топоров, томагавков не было? Боевые топоры были, да. Булавы, боевые топоры тоже были. Но кыргызы, конечно, отличались очень большим разнообразием форм стрел. Это как раз, как бы сказать, само развитие форм,
оно вот на протяжении с 6 по 10 век максимально расширялось все больше и больше разных форм. И максимум падает как раз на культуру кыргызов в эпохе Великодержавия, то есть 9-10 века. Во-первых, самих наконечников значительно больше. Там появились, значит, трехлопастные сечения. Считается, что они вращались в полете, и поэтому дальше летели. Это как нарезное оружие, огнестрельное, да? Ну, что-то в этом идея роде, сама. да. Потом появились бронебойные, были там трехгранные в сечении, четырехгранные, а у кыргызов распространялись трехгранно-трехлопастные и четырехгранно-четырехлопастные. То есть у них само острие граненое, а задняя часть пера, оно лопастное, и поэтому это увеличило дальность полета, точность попадания там и так далее. То есть они пытались использовать разные назначения, в том числе и вот обращения. И она еще и звук издавала, наверное, да? Звук издавала с помощью так называемых свистунок. Это костяные такие шарики со тремя отверстиями. Сначала они были округлые, а потом стали делать их прямоугольные, трапециевидные такие узенькие отверстия. И когда стрела вращается в полете, она издает такой пронзительный свист. Ну, кроме этого, эти свистунки служили и для обтекаемости. Это вот уже наши специалисты в Институте гидродинамики, когда они проверили это все, значит. Помогает, да? Да. Скорости. Обтекаемость, то есть там завихрение не получается, и она как бы усиливает, да, сам выстрел и так далее. И разные вот роды, там тамга, да, вот это, они разные стрелы использовали, да? Отличить можно было, чья это стрела? Нет, это, конечно, зависело не от рода племенного состава, а от необходимости, значит, стрельбы. Значит, ну, две основных функции. Это вот легковооруженные воины, там эти наконечники шире, трехлопастные в основном, потом стали плоские делать. Кстати, вот начиная где-то с XI века плоские наконечники в сечении вытесняют трехлопастные. В общем, было не до конца понятно. Почему? Да? Почему? Потому что вроде бы трехлопастные летят дольше, точнее и так далее. И вот когда в Институте гидродинамики специалисты это дело проверили, выяснилось, что, оказывается, плоские, они быстрее летят, у них скорость полета выше. То есть это получается, он чаще стрелять может просто примерно так же, как винтовка и автомат-пулемет. Винтовка бьет дальше, точнее, но отдельными выстрелами, да, а автомат сразу очередь дает на более близкое расстояние, эффект выше. Интересно. А какие-то механические такие делали? Не рукой стрелять, а вот как это называется, арбалеты там какие-то? Арбалеты не найдены, к сожалению, хотя по письменным источникам вроде они были. Ну, видимо, ценились высоко, может быть, в могилы не клали, курганы, трудно сказать. В общем, пока ни одного арбалета вот этого времени не обнаружено. При штурме, например, крепостей иногда же огромные арбалеты делали, несколько человек, или там ногами тетиву натягивали, там стрелы большие, чтобы пробивать стены. Такого нет, такого не было, да. Интересно. Ручные арбалеты, видимо, были, да, но в реальности они пока не обнаружены. А вот общая численность войска какая была у кыргызов енисейских? Ну,
максимальная численность вот, в эпоху великодержавия где-то около 100 тысяч воинов. При этом 3 тумена, то есть 10-тысячных отряда, были это панцирные всадники, это сами кыргызы непосредственно. А легковооруженная конница – это были кыштымы, то есть вассальные зависимые племена. Они тоже принимали участие в военных действиях. Ну, как обычно, сначала легковооруженные нападают, а потом решающий удар дает тяжелая конница. И вот лошади тоже вот эти панцири имели, да, как-то вот защищали коней чем-то? Ну, непосредственно находок таких нету, конских доспехов. Может быть, ну, считается, что да, возможно, они были, да. Предполагается, скажем так. Вот великодержавие, то, что вот Бартольд сказал, да, эпоха кыргызского великодержавия. Некоторые не соглашаются, что никакого великодержавия не было, там какое-то небольшое государство было, и просто по названию какое племя во главе, просто всех остальных так называли, типа, что кыргызов не так много было, а просто так, как они пришли к власти, всех остальных стали называть кыргызами. Вот какое было соотношение этих этносов? Нет, ну, это касается не только кыргызов, конечно, вот и тюрки, там, тюрки первого каганата, потом второго, восточного, западного каганатов, конечно, они в целом составляли меньшинство из всего кочевого населения, а кыштымы примерно ну, где-то в 2,5 раза больше и так далее. Но важно же не просто сама по себе этническая принадлежность, но и степень подготовки войск, и какое решающее, какие именно отряды решающее значение в достижении победы достигают и так далее во время вот этих боевых столкновений. И поэтому это касается не только кыргызов. Монголы, пожалуйста, они же тоже воевали, привлекали кыпчаков, и, кстати, тех же кыргызов в монгольское время они тоже даже переселяли там Маньчжурию, в Шаньдун, в Северный Китай. Кого переселяли? Кыргызов или? Кыргызов, да. А почему переселяли? Ну, видимо, старались, так сказать, это давняя такая... Раздробить. Раздробить, да, и с одной стороны часть народа перебросить на ту территорию, где он не живет, а живут другие. Он тогда более не более будет зависеть от власть придержащих, как говорится. Вот, Дома и стены помогают, а там нет, да? Ну да. Вот я, когда был в экспедиции ЮНЕСКО на территории Синьцзяна, там до сих пор живет одна группа племени Сибо, это маньчжуры. После того, как Маньчжурская империя завоевала Синьцзян, она часть этого племени своего вассального Сибо перебросила вот на территорию Синьцзяна, и они и так там и остались, в общем-то. А сколько времени прошло? Вот сейчас они есть, да, там Сибо? Ну, во всяком случае, вот в 90-е годы еще они там были. А когда их туда переселили? Много лет? Ну, где-то в 17 веке, да. 300, да? Да. И они не смешались, остались, да, вот такой группой этнической? Не, ну, конечно, они там частично смешались, частично ассимилировались и так далее, но до сих пор выделяются, отличаются. И самосознание у них именно вот Сибо, да, или как они себя идентифицируют? Ну, раз их другие отличают, то, наверное, и они тоже. Я специально Сибо не занимался, просто запомнилось мне, что это интересно.
А вот кыштымы, они кто были этнические? Кыштымы были разные племена. Кыштымы – это их социальное положение, то есть вассальные племена. Мгм. А в основном были племена кетского и самодийского происхождения. Вот арины, асаны, котты, самодийцы. Они вплоть вот до прихода русских еще отличались. Эти. Ну, потом они тюркизировались, вошли в состав вот современных хакасов, большая часть. Мгм. А вот современные хакасы и кыргызы, какая? Это вот один и тот же народ? Или вот как Козласов говорит, пишет отец Козласов, что это отдельное, это не имеет отношения к кыргызам? Ну, кыргызы и енисейские – это была правящая, господствующая, скажем, этническая группа и так далее. И до сих пор среди хакасов есть потомки енисейских кыргызов, род Хергяс, вот озеро Хергаснур в Монголии и так далее. Там Самон есть, Хергяс тоже. Ну и на территории Минусинской котловины Утавы есть немало населенных пунктов там и так далее с этнонимом Кыргыз. Там Кыргызский ручей, кыргызские горы там и так далее и тому подобное. Но кроме этого, конечно, в составе современных хакасов в основном это потомки вот кыргызских кыштымов, большей частью. Козласов отрицает этническую своеобразие енисейских кыргызов. Он считает, что это сугубо родовая группа. А на самом деле это именно этнос был. И вот то, что он вот этот где-то, наверное, в 70-е годы, да, вот внес такой некоторый раскол, это все преодолено сейчас? И у него есть последователи у Козласова сейчас? Нет, ну, конечно, там часть исследователей, сын его там придерживается этой точки зрения, но среди хакасских ученых, вы знаете, есть и другая точка зрения. Вот этнограф Бутанаев Виктор Яковлевич, он большой знаток хакасского языка, этнографии и так далее, в том числе родоплеменного вот этого деления и так далее. И благодаря ему мы знаем, что кыргызы все-таки это именно этническое своеобразие, а не просто родовая группа с таким случайным названием. То, что говорил Козласов, да? Да. Отец. А сын, насколько сейчас он имеет вес в науке? Ну, он работает в Москве, доктор наук. Он в основном занимается руническими надписями, переводит их. Ну, нам говорят, уже время, у нас 30 минут прошло. Спасибо вам большое. Мы давайте отдельно еще одну беседу проведем про, может быть, ваши исследования, с вашим участием, исследования уже на территории Кыргызстана, может быть. Да? Ну давайте, да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. У нас в гостях был известный российский ученый, профессор, главный научный сотрудник Института этнографии и археологии Сибирского отделения Российской академии наук и профессор Новосибирского университета, да? Да. Юлий Худяков. Спасибо вам большое. До свидания.